А это для чего у вас? Отпускать это? Нет, я имею в виду вот эту штучку. Нет, это чтобы... Вот она как. Это чтобы крутить и кому Это что нужно крутить, доставать, да, чтобы не просить, да, сам крутил, положил, что надо. Как здорово, у вас так вот. Это специально я даже не подумала. Это вот так я так заказал, такой хотел, такой заказал. 10 лет тому назад в Ленске поселилась киргизская семья Калмаматовых. Молодые супруги сразу сумели расположить к себе ленчан. Калмаматовы оказались добросердечными, дружными, приветливыми, активно участвуют в культурной жизни города. Алмаза, маме, папе, спасибо большое за такого сына, за такого сына киргизского народа, такого человека воспитали. Он действительно сын своего народа. Он достойно везде представляет свой народ, свою культуру, свой быт, да, как они живут. По словам Анатолия Макушева, представители общин, глава семьи проявил себя в спорте, участвует постоянно в конкурсах, благотворительных акциях и во всех мероприятиях. Сказать о нем, конечно, как общественники до мозга и костей, это, конечно, не то, можно с уверенностью, потому что, правда, он всегда в любое свободное время от предпринимательской деятельности, всегда он вовлечен в какие-то мероприятия, в какие-то процессы. Всегда я знаю, что он на связи с членами кыргызской общины, всегда решает какие-то вопросы при необходимости с органами власти и федеральными учреждениями, которые там и миграционные в том числе вопросы. Хорошо знаю его семью. Мы очень хорошо общаемся, дружим. Самое главное, что он неравнодушный, всегда болеет за общее дело, всегда на него можно положиться, всегда поможет. Только положительные отзывы мы услышали от представителей других национальностей, с которыми Алмазбек контактирует постоянно. Все они гости на якутской земле, поэтому считают, что держать вместе легче жить в чужой стране. Дружеские, теплые отношения помогают в трудные минуты в жизни. Бывает же у всех людей вот так вот поддерживаем друг друга советами, словами какими-то поддержки, какие-то, может быть, помощь просто какую-то оказываем посильную, как можем. Вот мы познакомились с Алмазом, когда он приехал к дяде к своему поработать, да. И вот мы с ним начали дружить и семьями ходить, дружить, тесно стали общаться, в общем. Алмаз, какой он добрый, отзывчивый, всегда помогает во всем, такой парень деревенский, как говорится, как и мы когда-то приехали. Сам себе пробил дорогу. Он очень трудолюбивый и очень такой человек, который добивается своей цели сам. Многодетная семья Калмаматовых связала свою жизнь с Якутией не просто так. Именно здесь, на суровой якутской земле, семья обрела все то, чего не смогла бы иметь у себя на родине. Поэтому Ленск для киргизской семьи стал вторым домом. С Ленском молодые супруги связывают свое и будущее своих детей. Глава семьи родился в далеком Кыргызстане в многодетной семье. Он старший. Родители занимаются сельским хозяйством, а Алмазбек, окончив школу, поступил в педагогический институт на исторический факультет. Но по специальности работать не получилось. Решил поехать в Якутию к дяде. Приехал на пару месяцев, остался насовсем. Я прямо с этим встретил, он пришел, такой молоденький, такой, с этим, я постоянно защищал, то пришло время, вот пошли, сейчас потом. Ему, дома он старший, а отец, говорят, ему так свой семью создать. Имя у героя нашего репортажа очень интересное. Назвать внука Алмазом идея пришла бабушке с дедушкой. Но так как имя совсем не киргизское, родители мальчика решили добавить окончание «бек». Так и получилось имя Алмазбек. А видишь, от дедушки на это была инициатива назвать, и внука на внучку Алмазбек. Вот от Саха-Якутии Алмаза тоже этим, за это совпадение. Сейчас иногда я думаю, удивляюсь, Алмаз, он сам себе самостоятельный, по характеру он добрый, общительный.
Несколько лет Алмазбек помогал дяде. После открыл свой небольшой бизнес – магазин хозтоваров. Помимо этого обучился изготавливать ключи. Сегодня это направление довольно востребовано, признается молодой предприниматель. Процесс несложный, занимает 15 минут. Так, сначала найдем заготовки на Toyota автомобильные. Это вот она. Так, включаем. Это получается станок универсальный, горизонтальный. Прежде чем делать, станок должен быть хорошо настроен. Тут даже каждый миллиметр очень большую роль играет. Все, можно включить. Ну, с 2012 года, в 2012 году приобрел этот станок. И когда приобрел, и пришлось сразу на 10 тысяч заготовки, чтобы отучиться, чтобы учиться, знать. И первое время даже пришлось готовить всем бесплатно, кто приносит, пока сам не знаю. И пришлось сделать, отдать людям, проверять, чтобы она работает, не работает. Если работает, то оставить себе. Если не работает, принести обратно, заново сделать. Первое время пришлось бесплатно работать. Ну, сам себе был еще не уверен, что точно будет работать. И вот так вот работал. И потом, когда уже научился, тут после меня еще пары мастеров уже открылись, заготовщики. Ну, ключники, да. И они первое время пришли ко мне, чтобы я показал, как правильно делать, что делать, как настраивать. И да, и тут есть еще один ключник, даже до сих пор звонит, зовет, чтобы настраивать его в станок. Обязательно края подточим. И хорошенько пошлифуем. И проверяем. Вот и получилось два абсолютно одинаковых ключей. Автомобильные, получается. Герой нашего репортажа активен во всем. Бизнес он совмещает с общественной деятельностью, спортом и председательством киргизской диаспоры. Несмотря на молодой возраст, его земляки отдали большинство голосов на общественном совете именно ему. В 2017 году, да? Весной, по-моему, меня выбрали представителем киргизской диаспоры. Ну, там было маленькое собрание, и ну, как бы, можно сказать, выбрали. Там, ну, голосовали, типа. И выбрали после этого. Ну, до этого, как бы, любил, как бы, ну, во всех мероприятиях участвовать. И как-то, может, меня видели, что я могу дальше заниматься. И вот, когда выбрали меня представителем кыргызской диаспоры, и уже больше начал уже активно заниматься уже, ну, во всех мероприятиях участвовать тоже как бы всегда не получается, тоже время, работа, ну, ты уже постоянно не бываешь здесь, ну, по работе. Ну, как бы вот тогда я задавал себе вопрос, чтобы показать с хорошей стороны свою общину, не обязательно быть известным спортсменом, не обязательно быть прям таким ученым. Можно показать свою общину, ну, в культурных, в хороших сторонах. Просто надо участвовать во всех мероприятиях, ну, как бы, ну, показать, ну, культурные стороны. В киргизской общине сегодня более 40 семей. Алмазбек решает проблемы земляков, доносит до них различную информацию, занимается оформлением необходимых документов. В общем, ответственное лицо. Куда-то от общины надо участвовать, где-то от общины надо показаться или, ну, там, не знаю, слово высказать. Ну, приходится идти, дослушать, ну, где-то было совещание, дослушать и потом доходить на свою общину. Всем говорит, что такой-то такой новости. Есть у нас в России
организация «Общий кыргызский конгресс». В этом конгрессе я участник, в этом конгрессе. Если в России в какой-то касаемый для гражданина Кыргызстана, там обязательно обсуждается, и эта информация я буду долаживать для земляков, которые здесь находятся. Какие изменения по документам, и в какие сроки, и до какого числа, и какие облегчения, вот это все информацию буду доложить. Если у кого-то какие-то по документам проблемы, они звонят мне, а я буду звонить сверху, и через них можно будет решать. Киргизская община очень активна. Ни одно мероприятие не проходит без их участия, как культурное, так и спортивное. Наши спортсмены участвуют во всех мероприятиях, даже занимают призовые места. Сейчас не так, как раньше. Раньше были наши общины по волейболу, очень сильная команда была. Даже они выходили на сборный Ленск по волейболу. А сейчас, то ли молодежь меняется, то ли не знаю. Хотя все равно участвуют. Несколькими днями позднее диаспора собралась на праздничное мероприятие «Навруз», в переводе «равноденствие». Этот праздник считается у большинства тюркских народов главным в году и отмечают его строго по традиции. Киргизская община накануне праздника готовила главное блюдо. Основной его ингредиент – пророщенные семена пшеницы. Рецепт сумаляка передается из поколения в поколение. Он довольно прост, но приготовить его удается далеко не каждому. По всей тюркоязычных народах и иранские народы каждый год варят сумаляк. Это означает 30 ангелов. Там имя, перевод много. Фарсидский язык это. Варится она из пророщенных зерен пшеницы. Там мука немножко, вода и все. Вот это все сперва 4-5 дней проращивает пшеницу и через мясорубку. А раньше это делали ручной, вот этот каменный с этим. Да, мельница ручной. А сейчас по современнее через мясорубку. И вот варится на медленном огне 12 часов или 14. Национальное блюдо. Это означает благодеяние. Это каждый год, когда уже весна, это получается равноденствие. И основном праздника, когда Навруз, вот тогда только и варят. Камни там для того, чтобы мука, которая входит в состав смеси, не свернулась и не сгорела. Камни там 41 камень. Это именно наш кыргызский ритуальный камень. Некоторые 40, а некоторые 41. Я думаю, почему 40? Это у нас Манас-Эпос, знаете? После этого Манас-Эпоса у них же всегда, у него было вот этот 40 солдат рядом с собой. И вот этот 40, это очень сильный ритуальный какой-то, что-то означает, но точно я не могу сказать. Постепенно варится, и такой темно-коричневый цвет будет, как шоколадный. И она напоминает какой-то желе, что ли, яблочный такой. А такое количество для кого? Это для людей. Вот мы уже сколько лет здесь живем, это уже 3-й год мы варим. Это вот по традициям, это именно варится, чтобы каждый год был благополучным, да. Чтобы сельскохозяйство хорошее было. То есть это только Главное. тем, кто испробует это? Нет. Не только всем, кто народ жил в мире, в согласии. Вообще в мир, всему миру. Кто, если услышит, или соседи, знакомые, родственники, что мы варим сумаляк, они специально приходят, чтобы вот это все размешать и свои желания загадать. Мы сегодня первые мешали, пришли. Да, кстати, вы первые гости у нас, да. Кто услышит, кто хочет желание загадать, они сами приходят, немножко вот. Что, прям все желания исполняются? Конечно, чудо же есть. Не смогли устоять от предложения загадать желание и мы с оператором. Как нам пояснили, все загаданное во время помешивания этого волшебного блюда обязательно исполнится.
По истечении 14 часов блюдо укутывают и оставляют до утра. Утром, рассказывает представитель киргизской диаспоры, когда поднимают крышку казана, на верхнем слое блюда появляется рисунок. На следующий день сумаляк представители киргизской общины раздали ленчанам. По словам Алмазбека, всем испробовавшим будет благодать. Вот вчера мы уже выварили, а сегодня уже раздаем всем, угощаем сумаляк. Она всю ночь томился, мы укутывали, в теплом месте оставили. А кому раздавать будете? Всем людям нашим, всем, кто вот, Вам соседям, родственникам раздаем. Начала Виктор. Пожалуйста. Я уже попробовал. Давай мы вдвоем вместе будет. От души в душе, хорошо? Вот. Ага. О, самый класс, то с этими. В угощении в этот день был приготовлен и традиционный киргизский плов, и бросак. От общественного переходим к личному. Дом, семья, очаг. У Алмазбека и Айпери Калмаматовых 5 детей, 3 девочки и 2 мальчика. Старшие дети учатся в начальных классах, младшие еще посещают ясельки. С супругом Калмаматовым немногим за 30, и они уже многодетная семья. Айпери признается, о большой семье мечтала с детства. У каждой, по-моему, девушки такое желание, наверное, иметь большую семью, там, детей, чтобы было больше. У нас обычай такой, что много детей, дочки была там одна, еще, ну, если одна, то вторую хотим, если сын, то еще вторую, вот так вот. Айпери – домохозяйка. Женщина посвятила свою жизнь воспитанию детей. Другой жизни для себя не представляет. Все дети Калмаматовых родились здесь, в Ленске. Их можно назвать коренными якутянами. Ленский район приглянулся семье Калмаматовых. Он стал для них вторым домом. Главное, здесь Алмазбеку и Айпери удалось купить жилье, без проблем устроить детей в детский сад и открыть свой небольшой бизнес. Поэтому не случайно огромное желание семьи связать свою жизнь с Якутией. Кстати, недавно они получили новую квартиру по программе переселения. С садика вот, дочка входит, вот новый садик Теремок, тоже с другой окна видно, другой садик. Как бы все близко. Магазины, стоматологии в этом же доме находятся. В квартире многодетной семьи тепло и уютно. Первое, что бросилось, когда мы вошли к ним в дом, много детишек. На полу большое количество ковров, подушек из овечьей шерсти с национальным орнаментом. Создание вещей из войлока – одно из древнейших занятий киргизов. Живя здесь, в Якутии, семья чтет не только религиозные, но и национальные традиции и обычаи. В доме разговаривают на родном киргизском языке, входящем в тюркскую группу. К примеру, папу дети зовут Ата, маму Апа. Спят супруги на полу, готовят свои традиционные киргизские блюда по секретным рецептам. Айпери, расскажите, пожалуйста, как вы готовите плов? Специальный казан, да? Ну да, для этого должен, да, специальный казанчик и ингредиенты. В основном у нас, что входит туда? Масло подсолнечное, да? Мясо хорошее должен быть. И морковь, главное, должен быть внутри. И рис. От риса тоже зависит у нас. Обычно в этом здесь не найдешь такой. У нас специальный рис получается вот такой, красный. С красной вкуснее. А мясо какое у вас здесь? В основном баранина. Баранина, да? Ну, баранина или говядина. Можно смешивать, какую хотите, какое вам мясо нравится. А есть какой-то, допустим, секрет? Вы как-то его наставите, как-то выдерживаете? Ну, по-моему, у каждой хозяйки Да, плов есть. делает свой секрет, по-моему. Бывает иногда, получается там хорошо плов делать. А бывает, что не рассыпчатое. Вот смотрите, сейчас рассыпчатое хорошо получилось. А бывает как вот это. То есть главное должен быть рассыпчатый. Да. Вот такой он должен быть. Плов с мясом. Мяса больше. Едят Калмаматовы уже по русским традициям, за столом, так им удобнее. Но все-таки по национальным праздникам, как положено киргизам, накрывают стол на полу. Алмазбек признается, даже ездя на родину, эту традицию соблюдать им уже очень сложно. А мы уже отвыкли вот так вот сидеть. Да, Обрусевшие. встанем,
в ногу туда, ногу сюда, потом ходим, ну, встаем, ходим, обратно приходим, сядем и смотрим, удивляемся. Ну, как? Когда они так? Ну, вот мы тоже на полу очень редко, ну, сидим. Основной только в кухне. В прошлой неделе также хотели сидеть, всем положили еду. Они просто не может наклониться, не может есть. Не может есть. Один лежа начал есть уже. И, короче, мама говорит, бери тарелку, иди на кухню, кушай. И раз с удовольствием взял тарелку и побежал на кухню. Традиционно спят молодые супруги тоже на полу, используя ватные матрасы, на которых одет красиво вышитый киргизским орнаментом узор руками мамы Алмазбека. Это все у нас из Киргизии прислали. Мне прислала свекровка. Я из ваты делала матрас. Вату мы купили здесь, а этот чехлы отправила нам свекровка. Вот это все. Ну да, они там шьют сами. И вы на Ножки, этом потом? матрасы, да, мы будем сидеть там, отдыхать, лежать. Вот это все отправила она мне. И встречают гостей Калмаматовы с особым гостеприимством, как это и принято в Киргизии издавна. Общение в киргизской семье у нас проходило за красиво накрытым столом с национальными угощениями и в приятной беседе. По праздникам мы вот накрываем столы, вот так вот сядем, если кто-то в гости. Вот еще там 3 уголок есть. То есть еще есть от стола часть? Ну, это получается вот каждый уголок, это получается на 8 человек. Своих детей супруги Калмаматовы уважению, почтению к старшим приучают с раннего детства. Как говорится в киргизской пословице, если сын будет честен, то и отец будет счастлив. А Алмазбек признается, он сегодня счастлив. Он многодетный отец, и это самое большое счастье. Приходишь домой, вот, специально открываешь дверь громко, чтобы они услышали. Услышат, и вот они же в телефоне сидит, все бросает и бежит. И, ну, тут же забываешь про усталость. И утром также провожает. Все выходят, дай жвачку, дай конфет сразу, да, раздаешь, и все, довольно уходишь. В свободное время Алмазбек любит проводить с детьми. Ездит на рыбалку, планирует поездку на родину к родителям. Но пока не получается из-за пандемии. Скучаешь, да? Когда у них какие-то хорошие праздники, да, у кого там на юбилей, у кого-то там они собираются все, и в этот момент звонят тебе видеовызовом, и они все вместе, а только тебя нет. Ну, как бы в этот момент, да, прям в этот момент хочется и улететь, ну, не получается. Ну, хочется, да, чтобы рядом с близкими быть. О планах на ближайшее время Алмазбек нам не рассказал. Побоялся спугнуть удачу. Но то, что они связаны с Ленском, это точно. Уезжать семья никуда не собирается. Более того, они планируют задержаться здесь надолго. В завершении хочется добавить, супруги Калмаматовы очень современные, неконфликтные, целеустремленные, открытые и легко находят общий язык со всеми окружающими их людьми. С интересом изучают местные традиции, любят бывать на проводимых мероприятиях и праздниках. Взаимопонимание, знание и уважение чужой культуры в этом Алмаз и Айпери видят непременное условие мирного существования всех народов, проживающих в Якутии.